Я не знаю, кто больше переживал, актеры на сцене или я, потому что я очень-очень переживала. И мне было так страшно даже не от того, что я вижу себя на сцене, а от того, что будут люди чувствовать, остальные люди в зале будут чувствовать, видя это, насколько они в это поверят, насколько им это понравится. Я начала плакать сначала, потому что начиналась очень серьезная сцена, сразу же в госпитале. Сказать, что это стопроцентное отражение, конечно, нельзя, потому что это драма. Но то, как они это сделали, бережно, как они сумели показать. И то, что происходило в России, то, что происходило с нами, то, что происходило в Лондоне после этого, это удивительно. On the 23rd of November of 2006, Alexander Litvinenko died in a London hospital of acute radiation injury. He was found to have ingested a lethal dose of polonium-210, which is a radioactive material. То, что произошло за эти 15 лет, я хочу сказать, это Саша в свое время опередил время. Вот он просто опередил. Он оказался одним из первых, кто предупреждал, что режим зарождающийся, а может быть он и был изначально в России, просто система безопасности никогда не была реформирована. Я понимаю, что офицер госбезопасности не должен ни интервью давать, ни выступать по телевидению. Но сейчас я понимаю, что наступает момент, когда, в принципе, я за свою жизнь никогда не боялся, не боюсь. Если бы я боялся за свою жизнь, я бы не делал то, чем я сейчас занимаюсь. Я боюсь за жизнь своей жены, своего ребенка. Мало того, я понимаю, что даже если они расправятся со мной, с моей женой, с моим ребенком, они не остановятся. Если этих людей сейчас не остановить, то этот беспредел захлестнет вообще страну полностью. Это будет страшнее, чем 1937 год. Эта история шла как бы по двум линиям. Это была наша внутренняя история родственников и друзей Литвиненко, в первую очередь Марины и его сына, но и тех, кто был вокруг, включая Бориса Абрамовича Березовского, там меня и других. Но была еще и внешняя история. Это была история политики, потому что это важное событие и российской истории, и взаимоотношения между Россией и Западом, и там шло как бы по своей линии. Учитывая, что Саша погиб 23 ноября, уходил он из жизни долго, не в один момент, а все это закончилось 23 ноября. Какие здесь могут быть комментарии? Те люди, которые сделали это, не Господь Бог, а господин Литвиненко, к сожалению, не Лазарь. И очень жаль, что даже такие трагические события, как смерть человека, используются для политических провокаций. Никто не задавал вопросы, элементарно подвергающие сомнению ту линию, которую проталкивали формальные инициаторы расследования. Дава Литвиненко Марина и Александр Гольфарб, который в 2006 году вместе с Борисом Березовским устроил из смерти бывшего сотрудника ФСБ пиар-компанию. Российская пропаганда с самого начала, с того самого момента, когда Путин сказал, что есть круги в Великобритании, которые могли это сделать для того, чтобы бросить тень. The Metropolitan Police here in London conducted a careful investigation into how this had happened. Among people of interest to police was a Russian citizen named Andrei Lugovoy. Полицейские ездили в Москву в декабре месяце, в декабре 2006 года. Это была очень сложная поездка, потому что допросить Лугового и Ковтуна им удалось, но когда они допрашивали Ковтуна, они не были уверены, был ли это Ковтун, потому что перед ними был представлен человек полностью забинтованным,
То есть там даже не было лица, не было рук, не было ног, потому что российские службы пытались объяснить, что он очень тяжело болен, что он отравлен, и они верят в то, что его отравил Александр Литвиненко, и что он умирает, и все такое прочее. Но самое интересное, что все пленки, которые они записали при допросах, и проходя контроль Шереметьево на вылете, они, естественно, должны были сдавать на просвечивание, багаж, свои сумки. И когда они прилетели в Лондон, оказалось, что все эти пленки пустые. I have today concluded that the evidence sent to us by the police is sufficient to charge Andrei Lugovoy with the murder of Alexander Litvinenko by deliberate poisoning. Проследив все возможные варианты, как и где этот Полоний находился в Лондоне, как он находился в самолете. То есть это все следы были обозначены, и они вели и в Россию, и в частности в Германию, откуда прилетал Ковтун. То это были главные выводы для них, потому что полиция не занимается политикой. И они никогда не делали вывод о том, что это заказное преступление и заказ произошел от государства. Они не могли сделать этого вывода. Потом была, конечно, важная история, которая шла параллельно со всем этим делом. Это российская пропагандистская война против нас и по делу Литвиненко. За 6 часов общения следователь задал Березовскому более 100 вопросов и столько же уточнений, потому что практически на половину вопросов Березовский не ответил. Можно лишь догадываться, о чем промолчал олигарх. Началось все с того, что была программа по российскому телевидению, где было сказано, что Сашу Литвиненко убил Борис Березовский. И это был 2000, по-моему, сейчас я вам скажу, 7-й, 8-й, 9-й год, когда Березовский судился с российским телевидением, с ВГТРК в Лондоне, и выиграл это дело. В 1994 году произошло первое покушение на Бориса Березовского. Был взорван автомобиль, в котором находился он, его охранник и водитель. И Березовский чудом оказался жив. И Саша участвовал в группе по расследованию, потому что, естественно, это было сразу же взято под контроль спецслужбами. Вопросов немного. И так получилось, что контакты между Березовским и Сашей Литвиненко стали очень хорошими, такими какими-то дружескими, у Березовского доверительными, я бы сказала. Убийство Владислава Листьева, известного журналиста, которого любила вся страна, это стало большим шоком. И тогда как раз пытались обвинять тоже Березовского. И это вот первый случай, когда Саша не то чтобы вступился за него, а он потребовал официальных документов, которые были необходимы, чтобы арестовать Березовского. Естественно, документов не было, и он не позволил Березовского вывести из офиса. И тогда вот для Бориса это было явно подтверждением какой-то не то чтобы даже лояльности Саши, а в том, что он очень справедливый человек. Органы ФСБ стали использоваться отдельными должностными лицами не в конституционных целях безопасности государства и личности, а в своих частных политических и меркантильных целях. После того, как Сашу посадили в тюрьму, буквально через несколько месяцев после этой пресс-конференции, я, наверное, впервые познакомилась с Березовским тоже лично. Прошел первый суд, в котором его оправдали, и тут же арестовывают опять сажают в тюрьму. И только через месяц после второго ареста его выпускают под залог. И тогда Саша принял решение, что вообще-то надо из страны уезжать, просто бежать. И, наверное, не последнюю роль в том, что мы можем рассчитывать на какую-то поддержку, в тот момент сыграл Борис Березовский тоже. Ну, я в эту историю попал случайно. Начнем с того, что в один прекрасный день
меня Березовский, с которым я дружил еще с московских времен, попросил поехать в Турцию и отвезти Литвиненко в американское посольство. Потому что он убежал из-под подписки о невыезде и оказался с Мариной и с мальчиком в Турции. То есть вот это была та форма отношений, где человек, получивший в свое время защиту, реальную защиту от беззакония, может быть, от убийства даже, я говорю о Березовском, посчитал своим долгом помочь нашей семье после этого. Ну, я, естественно, сел на самолет, поехал в Турцию, нашел в Анталии этого самого Литвиненко, который сидел и дрожал от страха, потому что это была очень нервная ситуация. Он понимал, что с ним будет, если его поймают, вернут или выдадут турки. И привел я его в американское посольство в Анкаре, и с ним беседовала ЦРУ. И ЦРУ нам сказала, что он нам не представляет для нас никакого интереса, он ничего не знает. И, значит, мы тогда, собственно, и поехали в Лондон и попросили убежища. А потом в один прекрасный день его отравили. И я приехал в Лондон, и так получилось, что я, собственно, и отвечал за пиар, скажем так, за взаимоотношения со СМИ, с прессой. И был, естественно, его много раз в больнице, когда он там лежал, и мне вот довелось зачитать перед прессой в день его смерти его предсмертное заявление, где он напрямую обвинил Путина в своем убийстве. You may succeed in silencing one man, but the howl of protest from around the world will reverberate, Mr. Putin, in your ears for the rest of your life. May God forgive you for what you have done, not only to me, but to beloved Russia and its people. Мне было страшно по-настоящему однажды, когда стало понятно, что у меня тоже полоний обнаружат, так как я общалась с Сашей. И мне было важно понять, как быстро это на меня подействует. И когда после данных тестов пришли представители Health Protection Agency и сказали, что да, полоний есть, но он вас не убьет быстро. Они сказали, ну, есть риск повышенный, то, что у вас может развиться рак после этого, онкология. И мне стало сразу легче, потому что Анатолию, которому было на тот момент 12 лет, и потерять папу, потом как-то быстро потерять маму, мне казалось, что это очень несправедливо. Потому что ответственность за ребенка, у которого не было права выбора в 6 лет, когда мы его забрали, вывезли в Англию, то есть мы меняли его судьбу без его спроса. И вот оставить его так один на один с жизнью мне было страшно. Когда его отравили на территории Англии с английским гражданством, это был полный шок. Я лично чувствовал себя, ну, во-первых, в том, что я его ввел в заблуждение, да, дал ему ложное чувство безопасности. А второе, это то, что у меня появился личный счет с Путиным и с российским государством. Главные повороты этой истории, это было, в первую очередь, понимание для нас, что Запад вовсе не на нашей стороне, что у него есть свои интересы, и что в определенных случаях нам придется бороться, что ли, на два фронта, и с Путиным, и с российским государством, которое, собственно, совершило это убийство. Отвечая на ваш вопрос, убил ли я Литвиненко, я со всей определенностью, с открытыми глазами, открытым лицом заявляю: нет, не убивал. Ты знаешь, если вдруг так происходит, что преступников невозможно посадить на скамью подсудимых по ряду обстоятельств, в моем случае их просто не выдавали из России. Один из них стал членом парламента Российской Думы, Андрей Луговой. Про Ковтуна меньше известно, но то, что их из России не экстрадируют, мы поняли сразу, еще в 2007 году, когда
следствие было закончено полицейскими. И с правительством Великобритании, например, которое не очень хотело ворошить эту историю. В Англии почему-то слепо или наивно верили в то, что после 2008 года Путин, отстояв 2 вахты, уйдет и по закону больше не имеет права избираться президентом, придет другой, и тот другой начнет что-то менять. Вот такие были разговоры. И когда в 2011 году, а это уже 5 лет с момента убийства, стало понятно, что Путин возвращается, что он никуда не уходит, с моими соратниками, кто был вокруг меня, мы все-таки пришли к выводу, что нужно подавать на инквест, чтобы ни у кого не оставалось сомнений, кто стоит за этим преступлением. Английское правительство, на тот момент это было коалиционное правительство, но его уже возглавлял Дэвид Камерон, и министром иностранных дел был Уильям Хейг. И вот Уильям Хейг как раз наложил запрет на рассмотрение документов, которые они называли очень чувствительные, или там много секретной информации, которые могли бы повлиять на то-то, и они были запрещены в рассмотрении. И как только это услышал Луговой, он тут же громко закричал: «Вот, вы видите, они все засекретили, они не хотят, чтобы я доказал свою невиновность», и хлопнул дверью, вышел из процесса. Но я хочу еще раз напомнить, все доказательства его личной вины были продемонстрированы, и они рассматривались в открытом суде. К открытому и честному поединку я готов. Но вести бой с тенью, опровергать засекреченные факты – это не для серьезных людей. И Луговой, и Ковтун, они, естественно, не приезжали в Лондон, они не использовали эту возможность. И каждый раз, выступая перед российскими медиа или даже давая интервью западным журналистам, они каждый раз говорили о том, что они узурпированы в своих правах. Ну вот я хочу сказать, что это неправда. Это, конечно, поворотный момент, когда Марина все-таки решила, вопреки пожеланиям британских властей, настаивать на открытом судебном расследовании по факту убийства. This is a disgrace. This is such a disgraceful way to treat a widow on the first day of the inquiry into her husband's murder. Bуквально за месяц до этого коронер, то есть вот дознаватель, глава этого процесса, им стал сэр Роберт Оуэн, впервые официально сказал, что есть документы, подтверждающие, что за этим убийством стоит российское государство. Сэр Роберт Оуэн в консультациях с нашими адвокатами говорит: я тогда не смогу доказать в рамках инквеста, что за этим стоит российское государство. Но есть возможность перейти в другой формат, и это называется публичные слушания. В рамках публичных слушаний рассмотрение секретных документов происходит в секретном формате, в секретных слушаниях. Я не буду знать, что в этих документах, ни мои адвокаты, у которых нет допуска к этим секретным документам, но уже chairman, который вот как бы глава этих публичных слушаний, он может сделать этот вывод. Мы запрашиваем как раз публичные слушания, и нам опять их не дают. И уже тогда Тереза Мэй, она была глава хом-офиса, она говорит: ну зачем вам публичные слушания, вам достаточно инквеста и все. И я как бы оказалась между двух стен. Одна стена – это Россия, которая не хочет расследовать это дело, а теперь, получается, и Англия, которой тоже нет этого интереса. Было несколько моментов довольно острых, когда Марина подавала в суд на правительство Ее Величества, на Терезу Мэй, и ей нужно было взять на себя оплату судебных расходов в случае, если бы она проиграла. И вот тогда она потеряла бы свою квартиру и все на свете. И тогда мой адвокат, я уже говорила, Бен Эмерсон, сказал: Марина, это твой выбор. Я задала ему 2 вопроса. Если я проиграю, а разговор шел о 60 000 фунтов, буду ли я платить эти деньги сразу же? То есть я проигрываю, и на следующий день я должна заплатить. Он говорит: нет, ты не должна будешь платить на следующий день. Я говорю: тогда мы пойдем. The evidence has demonstrated, step by painstaking step, that Putin and his personal cabal are directly implicated
in organised crime, that they are willing to murder those who stand in their way, and that Mr. Litvinenko was murdered for that reason. Очень важно, конечно, на этом же этапе было согласие адвокатов работать бесплатно. Как говорят они, про боно. И тут нужно обязательно вспомнить вот главного адвоката, который вел дело Литвиненко со стороны Марины. Это знаменитый очень британский юрист. Его зовут Бен Эмерсон. Он многие другие шумные дела вел. И Лена Цирлина, это, так сказать, вот юрист, отвечавший за русскую, что ли, часть этого дела и за подготовку материалов для суда. Вот, вот без них ничего бы не вышло. I believe that the truth has finally been uncovered. The murders and their paymasters have been unmasked. Наверное, правильнее будет сказать, что мною мотивировало все это время. Я думаю, в первую очередь, это была Сашина просьба. Я даже не думала тогда, что вот так все закончится 23 числа. Он мне говорил: Марина, ты будешь говорить с журналистами, ты будешь говорить то, что с нами случилось. Я сказала, что нет, я не буду об этом говорить вообще, я не публичная фигура, ты будешь сам об этом рассказывать. Я его пыталась убеждать. И когда все это произошло, мне был задан еще один вопрос, Березовский. Он мне спросил: Марина, ты готова заменить Сашу? Я говорю: нет, я не готова заменить Сашу, потому что Саша, во-первых, профессиональный человек, он офицер, он занимался расследованиями, он написал книги. Это то, что он знал, и он умел. Я это не могу делать. Я не профессиональный человек. Тогда мне был задан другой вопрос. А ты хочешь узнать, кто убил Сашу? Я сказала: да, я хочу узнать, кто убил Сашу. Those documents raised a prima facie case that the Russian state bore responsibility for Mr. Litvinenko's death. Вот это очень важный этап. Расследование закончилось. Оно закончилось опубликованием всех полицейских данных, то есть всех криминалистических улик против двух исполнителей, Лугового и Ковтуна. Это расследование шло 30 дней судебных слушаний, и там выступали десятки свидетелей, и были тысячи документов, экспертиза и ученые, и там безоговорочно, без всяких сомнений, доказано было в мельчайших подробностях, как Луговой и Ковтун привезли полоний в Лондон, когда и где они его, Саша, подсыпали. И вот такое было заключение. А Луговой и Ковтун изначально рассматривались как убийцы. Не Джеймс Бонды, не герои какие-то, не шпионы с какими-то замысловатыми там функциями или действиями. Это убийцы. И об этом должны все знать. Мне британские СМИ, когда интервью брали, они говорили: вот сколько может вообще на территории Британии вот происходить такое там с бывшими, значит, гражданами России. Я сказал простую вещь. Я говорю: до тех пор, пока вы всякую шваль будете у себя на территории принимать, у вас постоянно будут возникать проблемы. Почему? Потому что люди эти с таким вот непонятным прошлым, которые оседают в Британии, создают вокруг себя такую ауру такого неудачников, что ли. Абсолютно чувство брезгливости. Ненависть, опять, это мое понимание, это очень сильное чувство. Оно равносильно любви, просто с другим знаком. И если я буду ненавидеть этих людей, я буду сжигать себя. Брезгливость? Да. Мерзость? Да. Но не ненависть. Все было не очень просто,
Хотя я могу сказать, что я очень благодарна, что Толя был рядом со мной, и я была рядом с Толей. Ему было 12 лет, но он мне задал вопрос: «Мама, ты теперь будешь в депрессии?» Я так удивилась, я говорю: «Толя, почему я должна быть в депрессии?» Он говорит: «Ну, потому что то, что случилось». То есть он за меня переживал. Я говорю: «Не, говорю, Толя, я не буду в депрессии, потому что у меня нет на это права. У меня есть ты. И мы должны жить это для папы, чтобы он знал, видел нас, радовался». Судья, который сказал, что он изучил закрытые документы спецслужб, которые он оглашать не будет, потому что они секретные, пришел к выводу, что по всей видимости приказ исходил лично от Путина. Толя пытался мне говорить, что, мама, все нормально, все в порядке, но какие-то вещи были заметные. Он очень долго не хотел смотреть никакие видео, он не хотел смотреть никакие документальные кадры, естественно, интервью он никакие не давал. Потом он очень долго не хотел идти в суд, но когда мы начали публичные слушания, он был в суде, и я помню, что я смотрела на него, он был очень бледный, и я не знаю, за что я больше всего переживала. Но это один день, а потом он давал показания. И он сидел вот как свидетель, давал показания, все его слушали. И опять же для меня это было очень важно. То есть у него происходили такие... Он брал высоты. Он избавлялся вот от этого страшного чувства потери, горя, обиды на весь мир, несправедливости. А где-то понимаешь, что тоже надо жить. Нам надо брать власть. И вот тогда никому никакой пощады. Был сериал на российском канале НТВ про дело Литвиненко, 6 серий, и игровой. Сюжет был, что якобы Саша Литвиненко разочаровался. Великобритания решил вернуться в Россию и ангажировал Лугового для того, чтобы тот помог ему вернуться. Домой, в Россию, соберемся и поедем. В смысле? Есть у меня кое-что для подстраховки. Это был уже 13-й, 14-й, 15-й год, и он был запущен к параллельно и к заключению, к завершению этого британского судебного расследования, чтобы каким-то образом нейтрализовать, что ли, публичный эффект того, что происходило в Лондоне. И я, который выставлен там в этом сериале как человек, связанный со спецслужбами, сказал Березовскому, что надо его убирать, мы не можем допустить, чтобы он вернулся. И, собственно, я принес Березовскому вот эту вот отраву, и он эту отраву подлил Саше в бокал с вином, хотя Саша на самом деле никогда ничего не пил. Путин, естественно, хорошо знает и изучает то, что происходит на Западе. У него были все основания полагать, что это как бы обойдется, потому что Запад, естественно, имеет историю соглашательства такого, и всегда интересы и внешней политики, и бизнеса, в конце концов, перевешивают. И сам ход истории, все забывается. Поэтому то, что эта история сейчас, 15 лет спустя, по-прежнему, на самом деле, находится, в поле зрения не только специалистов, политологов, политиков, но и широкой публики, это был для него наверняка неожиданностью. Но сейчас тема становится все шире и шире. И то, что происходит и в России, то, что происходило в Лондоне, в Англии в 2018 году, когда в Солсбери были отравлены, и их пытались убить Юлия и Сергей Скрипаль, все это сейчас заново возвращает история моего мужа Саши Литвиненко. И
Когда убили Скрипаля, генпрокурор Чайка выступал в Госдуме и говорил, что вот нам доподлинно известно по нашему делу, что Литвиненко отравил Березовский в сотрудничестве с британскими спецслужбами. И у меня нет сомнений, что Березовский действовал под контролем специальных служб Великобритании и вместе с ними, подчеркиваю, вместе с ними. За что впоследствии, когда решил вернуться на родину, и поплатился своей жизнью. Но никаких данных они не привели, потому что у них их нету. И поэтому так важно, что вот есть альтернативный нарратив, который, в общем, не менялся. То, что эта история стала привлекательна в таких различных жанрах, как телевизионные постановки, пьесы, опера, я думаю, что это связано и с самой Россией. Потому что то, что происходило в России за последние 20 лет, оно действительно с трудом укладывается в голове у людей. Они никак не могут понять, как же так. История Литвиненко войдет в учебники истории как одна из главных вех правления Путина. И вот такие личные истории, наверное, не только моя, не только наша история Саши, она позволяет людям это лучше понять. Вспомнят Путина, вспомнят Литвиненко, потому что они теперь уже навеки неразделимы. После того, как Саша в своем последнем письме, или как это говорят, завещании, он сказал, что вы можете заставить замолчать одного человека, но у вас не получится заставить молчать людей во всем мире. И шум протеста будет стоять в ваших ушах до конца вашей жизни. Потому что все то, что произошло со мной за эти 15 лет, я думаю, будет продолжаться. Это история любви. Good luck. Take care. Я побежала. Ник, счастливо? Счастливо. Будет время, приходи в гости. Спасибо вам. До свидания. До свидания.